Сегодня мы наших гостей спрашиваем, каково у них ощущение после форума, что им понравилось, возможно, что-то даже не понравилось, какие-то свои вот отзывы о сегодняшнем мероприятии в Москве. Я на форуме уже, по-моему, 4-й раз. Каждый раз жду это мероприятие, потому что это такое глобальное событие для не только уроженцев, скажем так, Республики Татарстан, но и для всех татар вообще, которые живут в Москве. Благодаря этому мероприятию можно встретиться со всеми своими знакомыми татарами, можно прочувствовать вот этот дух патриотизма и за Республику Татарстан, и, в общем, за татарскую нацию. И, конечно, приятно, что, живя в Москве, все равно вспоминают Татарстан, и есть возможность прикоснуться к столице. Приятно, что каждый раз интересные гости, которые развивают свои мысли в совершенно разных сферах. Это и спортсмены, и политики, и какие-то артисты. Сегодня такой, наверное, самый запоминающийся, это вне политики, вне, скажем так, спортивных мероприятий всех, это был Камиль Ларин, и, наверное, его поэтому выступление было самым запоминающимся, потому что оно отличалось от других. И, естественно, после каждого форума уходишь очень заряженный, потому что каждый раз спикеры говорят о том, как важно добиваться целей, как важно мечтать, идти вперед, и после этого очень хочется, глядя на них, достигать еще больших свершений. И сейчас я тоже рада, что пребываю в этом мотивированном состоянии. А как же завлекать молодежь на данный форум? Какие-то звезды, может быть, приезжают, как ты сказала. Вот основной вопрос. Была ли Валиева? Валиева, кстати, да, все шли на Валиеву, все мечтали с ней сфотографироваться, ее, к сожалению, не было. Наверное, да, я помню, 2 года назад, еще до вот всех этих ограничений с ковидом, форум заканчивался всегда концертом, дискотекой, какими-то возможностями пообщаться. Сейчас, к сожалению, такого нет, в том году этого не было из-за ковида, в этом году, не знаю, не объяснили, с чем это связано. Было бы, конечно, очень здорово, если после вот этой официальной части со спикерами была бы возможность какого-то концерта с татарскими певцами, и это еще больше бы подкрепило любовь к татарской национальности, культуре татарской, ну и возможность потанцевать, повеселиться, это всегда классно для студентов. Ну, в целом, да, огромное спасибо за интервью, я думаю, что все татары, которые там были, с удовольствием в следующий раз придут туда еще раз, поэтому любим татар, алга! Алга! Да, на форуме был, все очень понравилось, много разных интересных людей, которые передали свой опыт жизненный, который может послужить уроком для молодежи татарской. А почему же все-таки стоит ходить молодежи туда? Что они могут получить? Молодежь. А во-вторых, есть же еще взрослые люди, почему им все-таки стоит туда ходить? Я думаю, это больше рассчитано на молодых людей, которые стремятся достичь успеха, и это им служит как пример для подражания. Мне запомнилось выступление каждого из спикеров понемножку. Вот. Но самое большое впечатление на меня произвел космонавт Сергей Рыжиков. Вот. Потому что очень приятно слушать людей, которые достигли успеха в такой достаточно неординарной и не до конца изученной сфере. Вот. И мне кажется, что это большая смелость, вот, и мне кажется, такими людьми стоит вдохновляться, вот. И вот на таких людей должна смотреть и равняться молодежь, на таких отважных, трудолюбивых, вот. Ну, как и в целом, я думаю, как и все спикеры, потому что они все достигли больших высот, вот. Какую цитату все-таки вот из всех спикеров, понимаешь, что больше всех понравился космонавт, больше всего запомнилось? Мне больше всего запомнилась фраза, что у татар нет слова «назад», они разворачиваются и говорят «алга». Да, на самом деле мы на данной ноте говорим тоже «алга», не разворачиваемся и всегда идем вперед. Огромное спасибо. Спасибо большое вам. Всего доброго. В целом, конечно, от форума остались максимально просто приятные впечатления, огромное количество молодежи, уважаемые спикеры, известнейшие люди. Рустам Минниханов посетил, председатели правительства, спортсмены, герои, выходцы все из Республики Татарстан. Было очень приятно послушать их советы, жизненные наставления. Также было очень приятно познакомиться, пообщаться с людьми из Татарстана и Москвы, видеть, как они взаимодействуют, как между ними выстраиваются связи. В целом, замечательное мероприятие. Будем ждать в следующем году следующий форум. Какое одно из самых интересных и зацепившихся высказываний вам понравилось?
Наверное, самый главный тезис, который все спикеры действительно пытались до нас донести, это то, что нужно учиться. Учиться нужно всю жизнь. От рождения и до самой смерти нужно учиться, и тогда действительно можно добиться больших успехов в своей жизни. Мне очень понравился сегодняшний форум. Я считаю, что каждый должен обязательно посетить хоть раз такой форум. Вот в этом году это был 7-й раз. Я надеюсь, что также будет продолжаться и в следующий раз. 7-й раз? Да, в 7-й раз уже было. Вот, я надеюсь, что и на 8-й, и на 9-й, на последующий я тоже смогу попасть. Мне понравились выступления всех спикеров, потому что они были очень мотивационными. Также очень понравилось то, что многие спикеры включали, получается, в свою речь татарскую речь, что, конечно же, очень важно, ведь как бы речь, это вот, как мне запомнилась фраза, то, что все-таки культура — это речь, и поэтому я считаю, что каждому татарину обязательно и татарке нужно знать свой язык. Все-таки хотелось ли увидеть Валиеву или других звезд более молодых? Да, я очень люблю фигурное катание, и вот этой зимой смотрела все, получается, почти все соревнования в прямом эфире, и мне очень хотелось, чтобы пришла Камила Валиева, но, к сожалению, она, по объективным причинам не могла присутствовать, вот, но она отправила нам видеообращение, что тоже очень приятно. Мне удалось посетить форум, который проходит один раз в год. Я получил большие впечатления, увидел много лиц. Я считаю, что все татары должны собираться в такие дни, потому что это дни созданы специально для татар, для татарской молодежи. А какую цитату вы запомнили больше всего из всех присутствующих гостей, которые там были? И почему все-таки нужно придерживаться данного мнения? Больше всего я запомнил цитаты Тимира Шаймиева, потому что необходимо прислушиваться. Много говорим, да, но необходимо прислушиваться к определенным вещам. Но еще хотел сказать, что данный форум очень важен для вообще татарского народа, потому что он ставит перед собой цели взаимоотношения молодежи Союза землячеств, то есть взаимоотношения молодежи города Москвы, Казани и других городов по всей России. Поэтому здесь и принимает участие сам наш президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. И было бы хорошо, если бы все больше татар приходило, и мы вели диалоговую форму общения с представителями с нашей элиты, представителями нашей власти, и тем самым развивали нашу республику и вообще обсуждали будущее.